день, друзья! В эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих друзей, своих коллег. Ведь что может быть проще и что может быть сложнее? Понимать друг друга с полуслова, с полужеста. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телешоу «Телеактивно». И с вами ее ведущие Елена Андреева и Ларина Сукуева. Итак, мы рады представить вам наших сегодняшних игроков. И сегодня вместе с нами играют участники танцевального телешоу телеканала Якутия-24 «Танцуй». И я рада представить вам нашу первую тройку. Это Иван Касанов, Эльвира Петрова и Ольга Павлова. Здравствуйте, друзья! Очень рады вас видеть в нашей студии. Уже немножечко другой, не танцевальный. Скажите, пожалуйста, как вы назвали свою команду и какой девиз вы придумали? Танцующие котики. Так, и девиз? Наш девиз и... Мы команда хоть куда, нас удача ждет всегда. Иван Касанов, научный сотрудник Института горного дела Академии наук, занимается вопросами научного сопровождения добычи полезных ископаемых и экспертизой промышленной безопасности. То есть сегодня он крайне далек от танцев и в целом от творческого мира. Однако в детстве 4 года посещал хобби-класс по бальным танцам. Это и послужило опорой пригласить его в проект «Танцуй». Иван колебался недолго, решил подкинуть монетку, которая сказала ему «да». Его наставником стала Анастасия Никитина, человек очень творческий и талантливый, которая помогла Ивану раскрыться в танце и открыть в себе новые способности. Эльвира Петрова работает в школе танца Dance Empire, где основное танцевальное направление это бачата, в которой она уже 5 лет. Но в мир танца Эльвира пришла намного раньше, еще в детстве. Танцевала спортивно-бальные танцы, затем окончила Московский институт культуры с тем же направлением. В проект пришла крепко подумав, ведь Эльвира еще ни разу не принимала участия в продолжительных, тем более телевизионных мероприятиях. Это был для меня выход из зоны комфорта, потому что надо было общаться на камеру, давать интервью, а этого опыта у меня не было, признается Эльвира. Партнером в «Танцуй» у девушки стал мастер по ремонту, сотрудник аэропорта Афанасий Давыдов. Человек не танцующий, но очень творческий и активный, и как хореограф за 1,5 месяца работы с ним Эльвира осталась очень довольна. Студентка первого курса АГИКИ Ольга Павлова приняла приглашение участвовать в проекте сразу. Хотя и не очень была уверена в своих танцевальных навыках, ведь танцевала она только в детстве. Ее партнером стал банковский айтишник Владимир Иннокентьев, человек, который никогда не танцевал. Поэтому Ольга признается, что им двоим было особенно сложно. Члены жюри в проекте оценивали творчество участников в 5 танцевальных направлениях. И Ольге больше всего понравилось исполнять танго. А теперь давайте поприветствуем вторую команду. Это Алексей Гайзетдинов, Ульяна Протопопова и Александр Осипов. Здравствуйте, друзья! Очень рады вас видеть в нашей студии. Здравствуйте. Пожалуйста, Здравствуйте. расскажите о себе. Как вы назвали свою команду? Раз, два, три, да? Значит, 3, да? Раз, два, три. Команда максимум. Название вашей команды? Просто говорим. Максимум. Да. Да. Потом девиз. Да? Ну, по команде. Раз, два, три. Команда. Хорошо, давайте девиз команды мы поняли. И Максимум силы, максимум смеха. Так мы быстрее добьемся успеха. Начальнику электрохозяйства водоканала Алексею Гайзетдинову в одно прекрасное утро позвонило руководство со словами «надо танцевать». Именно так Алексей и попал в проект «Якутия-24 Танцуй». Предварительно совещался с супругой, которая была не совсем за, ведь Алексей не знал, куда идет, на что, как говорится, подписывается. Думал, выйду, подрыгаюсь, как в молодости на дискотеке. Однако его ожидала большая 1,5-месячная работа с хореографом Ульяной Протопоповой. Алексей очень активный мужчина, поэтому ему больше понравилось исполнять цыганский танец. А вальс показался скучным и строгим. Ульяна Протопопова с большим педагогическим стажем хореографа работает в ДШИ номер 1 города Якутска. Она выпускница Восточно-Сибирского института культуры. Красивая, тонкая и легкая на подъем девушка согласилась принять участие в танцевальной авантюре без раздумий, хотя изначально не имела понятия, что за проект это такой. Не была она знакома и со своим партнером Алексеем Гайзетдиновым, который абсолютно не имел танцевальных навыков.
Но сегодня Ульяна может с гордостью назвать его одним из лучших своих учеников. Тренер по спортивно-бальным танцам школы номер 10 города Якутска Александр Осипов признается, что ему крупно повезло, ведь по жребию ему в партнерше досталась Оксана Им, серьезно занимающаяся в детстве балетом. Человек очень ответственный и дисциплинированный. Мы сразу нашли общий язык, и у нас сразу начало все получаться, рассказывает Александр. В итоге пара завоевала приз зрительских симпатий и победила в номинации «Интернет-голосование». А правила игры таковы. Все участники разбиваются на две команды. Команда красных начинает игру первой. И чтобы определить, кто приступает первым, каждой команде будут заданы по 3 вопроса из школьной программы. Вопросы будут заданы рандомно и по таким школьным предметам, как математика, русский язык и литература, химия, биология, география, история и даже английский язык. Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя якутских школ. Если же команды дадут одинаковое количество верных ответов, капитанам предложат бросить кубик, чтобы определить, кто приступает к игре первым. Далее игрокам нужно будет объяснить своей команде слова или фразы, указанных на карточке, при этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда слово или фразу угадала. А вот если игроки не поняли расплывчатое объяснение товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисть и карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке вы увидите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. По пути на поле игроку может попасться клетка телеактивно. Это значит, вам будет дано задание «Стоп-кадр», где вы должны угадать название фильма или сериала. А если брошенный вами кубик покажет цифру 6, вам придется ответить на вопрос преподавателя филологического факультета СВФУ. Эта же участь ожидает игроков, если в конце игры ходов осталось меньше, чем на выпавшем кубике. В этом случае игроки выполняют 2 задания. Пантомиму – это завершающая клетка игрового поля. Вторым заданием станет филологический вопрос. Вначале в эту студию мы пригласили команду «Танцующие котики», поэтому вопрос из школьной программы звучит для вас. Внимание на экран. Какое из следующих слов является наиболее широко используемым английским словом во всем мире? I'm okay. Нет, thank you. Спасибо. Но thank you тоже это всегда используем. Давайте hello, я больше не знаю. Да, ладно. Мне Как тоже у вас с кажется. английским языком вообще, Иван? Какие слова вы знаете? Читаю, перевожу со словарем. Отлично. Так, и ваш вариант ответа какой? Hello. Hello. Давайте сверимся с учителем английского языка 3-й школы, так это или нет. Наиболее широко используемым английским словом является OK. Окей. Алексей уже ответил на этот вопрос, на самом Окей. деле. Вы не прислушались к подсказке. Так, и вопрос из школьной программы теперь звучит для команды «Максимум». Внимание на экран. Назовите человека, который основал город Якутск. Бекетов. Бекетов. А, А имя, отчество я... Нет. Бекетов. Ага. Ну, Ульяна, Александр, вы согласны? Да? Да. Бекетов. Да? Давайте сверим. Давайте сверимся с учителем Ответы. истории, да. Основателем города Якутска является Петр Бекетов. Так, 1 очко у вас есть. А вопрос из школьной программы еще раз звучит для команды «Танцующие котики». Как называли шведских и немецких рыцарей, которых победили войска Александра Невского во время Ледового побоища? Тевтонцы. Так. Ну да. Тевтонский орден. Иван Ваш точно ответ? знает, да? Каков Отвечайте. же ответ? Тевтонский орден. Да? Тевтонский?
Давайте сверимся с учителем истории третьей школы. Во время ледового побоища Александр Невский победил крестоносцев. Иван, Это фиаско. Ну, было уверенно. Главное, уверенно. читайте, пожалуйста, этот промежуток истории. Второй вопрос из школьной программы теперь для максимум. Рожденный ползать летать не может. Кто является автором этих слов? Я сначала подумал, что-то почему-то Гоголь мне пришел, но, по-моему, нет, по-моему, это все-таки вообще- это выражение, я говорю, какого-то полководца, поэтому пускай будет, наверное, Суворов. Вы согласны? Вы согласны? Да? Суворов. Давайте сверимся с учителем литературы. Автором этих слов является Максим Горький. Слова взяты из песни о соколе. Вот так. Даже не Гоголь. Следующий вопрос Последний для вопрос, команды. Как называются стороны прямоугольного треугольника? Катет ли гипотенуза? Вот я уже боюсь. Стороны равного треугольника. Ребра, да? Ребра. Равнобедренного. Прямоугольного. Прямоугольного треугольника. Прямоугольного треугольника. Да. Пусть будет катета. Катет? Катя. Итак, ваш ответ. Беру Говори. ответственность. Ответы катет. Ага, давайте сверимся с учителем математики. боюсь. Сторонами прямоугольного треугольника являются катеты и гипотенуза. Так, молодцы. Одно очко у вас есть. И последний вопрос для команды «Максимум». Внимание на экран. Чем отличается референдум от выборов? Ну, наверное, скажем так, что выборы участвуют все, а в референдуме это определенное... как? Круг людей, да? Круг Вы людей. сказали. Да. Давайте сверимся с учителем. На референдуме мы голосуем за решение каких-то государственных вопросов, а на выборах мы голосуем за формирование государственных органов власти. Итак, получилось таким образом, что команда «Танцующие котики», я постоянно смотрю на тапочки Ольги, да, вспоминаю название вашей команды, и команда «Максимум» заработала по 1 очку, одинаковое количество. И, как я говорила ранее, в этом случае капитаны команды вынуждены будут бросить наш кубик, и у кого цифра будет старше, тот, собственно, и будет командой начнет игру. красной и начнет игру первыми. У вас капитан команды кто? Оля? Оля. А я? Ольга, бросайте. Тоже в котиках. Так, Ольга, бросайте кубик. Посмотрим, какая цифра вам выпадет. Какую цифру хотели бы? Кидай в 6. Ну, давайте. У Алексея тоже же может быть 6. Да. Не, я так не сумею. 5. Ну и так и получилось, что команда «Максимум» у нас садится на синий диванчик и становится командой синих, а команда «Танцующие котики» присаживайтесь Красный. на красный. Отлично. Вы становитесь командой красных и начинаете основную игру первыми. Это разминка была. Итак, все поняли правила игры. Иван бросает кубик. Один. Рисовать, Иван. Да, рисуй. вначале тоже подходите к нам, выбираете карточку, смотрим на голубой фон. Поехали. Облако, солнце, поле, окно. Нет, подожди. Окно. Нет, не окно. Человек, Человек люди, земля. что-то говорит, объясняет. объясняет. Кто это? Он Не падает. отсвечивает. А, плавание! Плавание. Спортивный тренер по плаванию. Молодец. Так, Иван, торжественно двигайте вашу фишку красного цвета на шаг вперед. Ну, ё-моё. Дело пошло. Александр, теперь ваш черед бросать кубик. Наблюдала Как за вами в догадалась, течение ты игры. С напряжением вы так смотрели на все. Сегодня у нас урок рисования. Да. Поехали. Мяч, Нет, это не арбуз, Яблоко. Яблоко, арбуз, яблочко попадает. дыня. А что ты Это фрукт? просишь? Нет. Взрыв, бомба. Бомба? Нет. Ладно, давай Да. дальше. Давай дальше Поняла. рисуй что. Сейчас ты будешь. Попасть надо. Это игра какая-то.
Подсчет идет. Подсчет. Туда корзину, волейбол. Этот... Время. Ответ какой? Томатный соус. Это томат. Дальше мясорубка и томатный соус. Нормально, Саша, еще не снег. Все про мяч, да корзину, волейбол. Так, у нас команда красных продолжает игру. Ольга, бросайте кубик. Здорово. Давай, давай. 5. И это опять рисовать. Да, это опять рисовать. Поехали. Может, хорошо будет. Флаг. Скатерть. Ковер самолет. Нет, денежная купюра. Деньги, Говорите, а? Облигация. доллары, евро. Байден. Байден. Банкомат. Деньги в банке. Денежные операции. Банкомат. Сохранение денег в банке. Банк. Вносить вклад. Вести. Надо, я рисую дальше. Выводить деньги. 15 секунд. Снимать деньги. Снять наличные. Вкладывать. Не, это банкомат. Она Кредит. выйдет займ. Взять займ. 5 секунд. Евро. Ребята? Перевести. быстрее. Денежные переводы. Восстановление. Время. Банкнота. Почти, да? Ну, да, это синоним купюры. Так, тренера команда синих продолжает игру. Алексей, бросайте Банкоматы кубик. не рисовать тогда. Какое задание хотели бы выполнить? Пантомима. Это не Нет, это не пантомима. Алексей, присаживайтесь на диванчик. Вы отвечаете на вопросы от преподавателя филологического факультета нашего университета втроем. Это коллегиальный Внимание на ответ экран. будет. Внимание на экран. Поставьте правильное ударение. Звонит или звонит? Звонит. Так, все согласны, да? Звонит. Ну, да, пусть будет. Или звонит? Нет. Звонит. Александр. Все же говорят. Стоп, я запутался. Вот когда нужно, Звонит. это Да. обязательно сейчас. Не, ну Ульяна так уверенно сказала. Я поверил. Как? Звонит. Да, да. Ударение на «и», да? Ваш ответ звонит. Да. Давайте Внимание на сверимся экран. с преподавателем. Правильный ответ – звонит. Звонит. Верно. И команда синих. Алексей, делайте торжественно 6 шагов вперед. Ульяна выиграла. Ура! Раз, два, три, 4, 5, 6. Отлично. Молодцы. Эльвира, бросайте кубик. 6. И опять вопрос от филолога. Внимание на экран. В нашей Будет такой рубрике же говорим правильно. Внимание на экран. Поставьте правильное ударение. Торты или торты? Торт. Торт. На первое О. Торт. Да. Я экзамен сдавала недавно. Да. Ваш ответ? Торты. 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 Давайте сверимся с преподавателем филфака Дмитрием Жирковым и узнаем правильный ответ. На кону 6. Правильный ответ – торты. Торты. И сделайте торжественно тоже 6 шагов вперед. Получается, таким образом вы обогнали на шаг. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Супер. Так, почти в середине нашего игрового поля. Команда синих продолжает игру. Ульяна, да, бросайте кубик. Когда выпадает цифра 6, игра идет сразу быстрее. Динамичнее. 4. Так, раз, два. Подожди-ка. Раз, Ну, два, пантомим. 3, 4. Рисовать. Опять же рисовать. Поехали. Так. Человечек. Это девочка. Мама – это сын, получается, да? Или внук? Что? Сын? Внук? Сын? Сын. Нет, мама. Давай, давай, рисуй.
Ваши ответы 5 секунд. Ответов нет? Варианты, да. Время. Время. Переодевание ребенка. Да, словосочетание такое сложное. Мы не используем, наверное, часто его в своей речи. Ваша фишка стоит на месте. Команда красных продолжает игру. Иван, бросайте кубик. 4. Говорить. Говорить. Вам предстоит говорить. Поехали. Хлебобулочные изделия вкусные с изюмом. Булочка. Еще. С изюмом. Кекс. Кекс с изюмом. Молодцы, Иван. Да, вначале двигайте вашу Вот фишку этот? вперед. Ваша фишка красного цвета. И раз, два, три, 4. Отлично. Отлично, команда синих. Давайте продолжим игру. Александр? Александр бросает Ящик? кубик. По Да. очереди, Давай. да. Александр, вы. Чтобы догнать и перегнать, вам нужно... 3. Ну ладно, пусть будет 3. Раз, два, три. Пантомима. Пантомима. Ух ты. Наконец-то в нашей игре пантомима. Начинаем, нет? Поехали. Генерал. Военный. Солдат. Передает. Передача. Станок. Регулировка. Гаишник. ГИБДД. Это ГАИ. Жезл. Жезл. Ага. И капитан. Инспектор. Ну, это... ГИБДД, ГАИ, МВД, еще глобальнее, армия. Нет, А жезл какой может быть? Жезл какой? Держава, скипетр, регулировщик. 5 секунд. регулировщик. Регулировщик. Время. Ответ. Кто я? Я полицейский. Жезл чей? Полицейский. Полицейский, да. Все, согласен. Да, Ну, насчет полицейский. глобальности, Алексей, вы хорошо так как-то начали думать, развивать свои мысли. Так, ваша фишка, к сожалению, стоит на месте. Команда красных продолжает игру. Я хочу напомнить, что если сейчас кубик покажет больше, чем раз, два, три, 4, то значит вам нужно будет выполнить сразу два задания. задания. Да? Вот, 5. как раз это тот случай. Вам нужно выполнить 2 задания. Первое задание – это пантомима. Поехали, Ольга. Я пишу, я читаю. Роман, книга, Думаю. журнал, диплом пишешь, нет, письмо Сочиняешь. пишешь. Сочиняешь что-то. Нет, не то, не то. Мыслительный процесс. Переносишь мысли на бумагу. Дневник, Ведешь, говоришь, записываешь. интервью, Мысли, диктофон, думаешь. заметки в голове, мысли в голове. Записываешь мысли из головы, нет? 10 Составляешь мысли, упорядочиваешь их, Слова... записываешь. У меня кончился. Слова У меня все. Так, и ваш какой ответ? Чтение вслух. Читаю вслух. Чтение вслух. Да. Иван такой задумался. Я бы показал бы эту фразу иначе, да? Наверное, мысли такие сейчас появились. Команда синий продолжает. Алексей, бросайте кубик. Давайте. Один, да? Это рисовать. Вам сегодня везет на рисование. Время. Велосипедист. Байкер. Полицейский. Нет. Шляпа. Каска. Каска. Как еще называют их? Шлем. Мотоциклетный шлем. Мотоциклетный шлем. Всё. Ну, отлично. Ура! Мотоциклетный шлем. Двигайте вашу фишку на 1 шаг вперед, Алексей. Нет, это вы назад, Вот да. сюда. А вам Куда? будет Я где был? Вот сюда. А я где был? На эту Я клетку. тут был? Да. Вот здесь нужно остаться. давай. Мы были здесь. Да. Вот так пошли. Все верно. Так, Иван, я вам напоминаю, вам нужна цифра 4. 6. Ну, тоже хорошо. Так, пантомима, поехали. Ты человек женатый. Женатый ты. Женатый. Женатый человек? Вы женаты. Супружеская пара. Да, ага, ты Мужик. женат. Да е-мое! Свадьба, кольцо одеваешь.
Да и... Жених. Да подождите вы. Я не знаю вот как. Я запутался. Возлюбленный принц. 9 секунд, Иван, у вас есть? Давайте, воспользуйтесь этим. Возлюбленная пара. Да нет. Я Секунды, это как у меня соревнование. Какой же ответ? Заботливый муж. Он же на себя показывает кольцо. Он заботливый. И потом... Так, команда синих продолжает. Блин. Александр, бросайте кубик. На самом деле легкое дело. Ну, вообще, 6. прикольно. Ну, в этом случае филологический вопрос. Назовите сокращенное наименование Северо-Восточного федерального университета. Правильно нужно сказать. Аббревиатуру. СВФУ, да? Аббревиатуру нужно сказать правильно. Северо-Восточного федерального Имени? университета. Амосова. Как? Как сокращенно? Аббревиатуру. Аббревиатуру. С, В, В. Ф, ФУ? У. Еще раз. СВФУ. Ага. Северо-Восточный Правильно? федеральный университет. Тут нужно говорить, загвоздка-то в том, что нужно сказать буквы. Именно буквы. С, В, Ф, У. Давайте узнаем, каков же правильный ответ. Северо-Восточный И Что-то вопрос непонятен. уточним. Ага. Правильное сокращенное название Северо-Восточного федерального университета СВФУ. ФУ. Да. ФУ. Да. Мы говорим по буквам. Вот как в алфавите F мы говорим ФУ. Вы сказали ФУ. Да все вроде бы на слуху-то всегда говорят Вот, СФУ. да. Но никогда я не слышу ФУ. Мы все говорим СФУ, Ну. а на самом деле нужно говорить верно так. Так Ну что всё, ладно, ваша проиграли. фишка стоит Да. на месте. Это был вопрос от филолога. Все претензии к Дмитрию. И команда красных двигается далее. Бросайте кубик. Дайте нам адрес этого филолога. Так, это пантомима, Ольга. Поехали. Еду, качаю. Генерал остановил. Полицейский. Не, ой. Что? Ты едешь? За рулем Баранка. водитель. Военный. Машина. За руль. Руль. Держишься за руль. Это не руль. По-другому. Водитель. Военный водитель. Ты остановилась. Блин, что это? Лодка. Гребешь. Гребли. Моряк. Морские войска. Подожди. Морской котик. Морской водитель. Капитан. Капитан Моторист. судна. Моторист. Штурман. Капитан Рулевой. корабля. Кто на море там еще водит? Рулевой. Время. Все. Ответ? Матрос. Матрос. Ты бы показала на свою кофту. За что вам Да, Ольга, можно было показать, чтобы сразу направление придать. Так, Алексей, бросайте кубик. 3. 3. Раз, куда я два, там? три. Рисовать. А. Поехали, поехали. Сейчас. Не видно. Не видно. Закрыл. Может подойти, если совсем не видно. Миллион. Ульяна, подходите. Миллион. Миллиардер. А, писать же нельзя, да? Писать нельзя. Другое слово, все равно нельзя. Нельзя. Все. Миллион алых роз. Нет, нет. Там одно слово. Одно слово. Красный маркер лучше взять, наверное. Сейчас. Он лучше пишет. Богатый человек. Миллиардер. Миллионер. Мультимиллионер. Ульяна, молодец. Алексей, двигайте вашу фишку на 3 шага вперед. Отлично. Настолько Так, сложно. смотрите, они дышат вам в затылок, догоняют. Команда красных, давайте. Решающий, возможно, решающий сейчас бросок кубика будет. Эльвира. Давай, Эльвира. 1. О, Это ты дождалась. пантомима. Это пантомима. Дождалась пантомима. Поехали. Квадрат. Дом. Кладбище, я копаю могилу. Поливаю. Ведро, Копаю. швабра.
Ковер. Полка. Окно мыть. Спать. Золушка. Работница, горничная, домработница. Шкаф. Копает что-то в шкафу. Цветы. Танцует. 10 секунд. Да что мне казалось? Зеркало большое. 5 Моет, секунд. уборка. Заходишь, спишь. Что копает? Время. Ответ? Эльвира, какой ответ? Дача! Дача. Вот она ж показывает. Здесь дом, здесь огород. Но надо было там туалет еще, может, показать, не знаю. Копать в шкафу, да? Так, команда синих, максимум. Давайте бросайте Дача. кубик. Ульяна. Ну, я хоть это согрелась. Медленно, наверное. Так, 2. Это тоже пантомима. Поехали, поехали. Я Серьезная. Злая. Взгляд. Смотрит, нет, Взгляд. серьезный взгляд. Сосредоточенный. Страстный. Нахмуренный какой. Холодно. Холодный взгляд. Холодный взгляд. Супер, супер. Так, давайте. Двигайте вашу фишку на 2 шага вперед. Давай, ну давай я потом. Ульяна, отлично, вы Она рады? вообще сегодня у нас. Раз, два. Так, вот видите, команда красных. Посмотрите, что творится. Давайте ваш черед. Иван, бросайте кубик. Команда синих вас уже обогнала. Игра идет прям, да? Ноздрю. Это 6. А 6, то есть больше, чем осталось у вас ходов, значит, нужно выполнить 2 задания. задания. Первое задание у Да нас ё-моё. пантомима. Да, моя любимая. Поехали. Букет цветов дарю. 1 цветок. Первое свидание. Первый. наконец-то! Нет, Иван, присаживайтесь, Иван, присаживайтесь, потому что вас ждет второе задание от нашего Внимание на филолога. экран. Внимание на экран. СВФУ. Назовите синоним к следующему слову, пришедшему к нам из английского языка. Селфи. Именно селфи, это же на переднюю камеру получается, да, на фронтальную. да. А также себя можно еще обычно сфотографировать, на таймер поставить. И... Но автопортретом это быть не может. Нет. Ладно. И ваш Не ответ? знаю. Что-то фотографирование себя. Пусть будет фотографирование себя. Давайте сверимся с преподавателем. будет Какой же автопортрет. вариант он предлагает? Правильный ответ – фотографирование самого себя. Намного проще, чем вы, может быть, вначале подумали. Абсолютно верно. И вы можете торжественно все вместе двигать вашу фишку красного цвета на все Эту? на 4 куда шага идем? вперед. В эту сторону? В эту сторону? Вот, А, да. вот туда. Раз, два, три, 4. И победителем сегодняшней игры телеактивно становится команда Танцующие «Танцующие». Танцевать надо. И мы вручаем вам возможность устроить себе вкусное застолье. А поможет вам в этом якутские полуфабрикаты «Эбиэмага». Огромное спасибо вам за участие в нашей игре. Но Пойдемте, давайте ребят, вначале, всех прежде чем вас отпустить, поделимся своими эмоциями. Команда «Максимум». Надеюсь, вы не сильно расстроились. Алексей, Ульяна, Александр. Было увлекательно, скажем так. Какое задание понравилось больше всего? Пантомима для меня. Алексею, наверное, не понравилось рисование. Нет, рисование нормально, все этот. Мне все понравилось. Здесь все замечательно. Мы одна команда сейчас сыграли, это здорово. Нет, это хорошо. Александр? Все понравилось, все супер. Как бы круто поиграли. Конечно. Провели А какие время. сложности были? Наверное, в рисовании у нас больше всего сложностей возникало. Все-таки это нужно, да, на одной волне быть, чтобы понимать, что ты думаешь. Да, абсолютно верно. Но зато Ульяна как шикарно показывала. Да. Мне кажется, с пантомимой вы просто блестяще Проблем не было, да. с этим. Справились. Да. Ульяна, это вопрос? Или да? Утверждение. Танцующие котики, что вам больше всего понравилось и что не понравилось, возможно?
Ивану не понравилась пантомима. Да ну, не понравилось. Как хорошо сделал. Заботливый муж. За несколько секунд. Первое свидание. Конечно. Чего стоило? Надо вам поле побольше. И как-то все быстро закончилось. Больше, чтобы ходов было побольше, было классно. Ольга, вот какое задание для вас было сложным? Сложно, вот, без слов, объяснение пантомимы. Пантомима. Да. Ага. А Эльвира? Вы, кстати, очень хорошо угадывали. Ну, я вообще люблю крокодил, да, вот игры такого формата. Ну, да, мы, когда учились в институте, у нас не было пары, мы просто с однокурсниками играли в крокодила. Почти весь первый курс, практически, да. Это вам помогло сегодня? Да. Но было сложно рисовать, наверное, потому что объяснить не можешь, показать чем-то не можешь, да, вот элементарные жесты вот эти вот, да, это было сложно. Ну, рисовать. Иван, сложнее было показывать, справляться с заданием пантомима или танцевать? Вот как вы считаете? Пантомима явно. Пантомима, я думаю, сложнее всего. Отлично. Огромное вам спасибо за участие в нашей телевикторине. Я желаю вам удачи. Ну и вы теперь семья, так что я думаю, что наша программа — это не в последний раз вы встречаетесь. Будете потом еще как-то встречаться, весело проводить время. Спасибо большое. Василий, было очень интересно. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, порой самое простое слово довольно-таки трудно. Учитесь понимать друг друга вместе с нами. Это была игра телеактивность. Мы прощаемся. Встретимся на следующей неделе. Пока-пока!